Мишку гуляем, в ту сторону выбираем. Ключи золотые, ленты голубые. Старинные песни, игры. Детский фестиваль на музейной площадке в полном разгаре. Архитектурно-этнографический музей-заповедник Лударвай – своеобразный музей. Первые музеи такого рода возникли в Швеции в середине XIX столетия. В России они появились лишь в XX веке. Музею под открытым небом в Удмуртии чуть больше 10 лет. Кроме фестиваля, мы были здесь и в обычные дни. Музей в такие дни живет особой жизнью, часто неведомой его посетителям. Самая важная работа – это, конечно, экскурсии. Одна из них всегда проходит на усадьбе центральных удмуртов. Это телега праздничная. Было у удмуртов в телеге две, была праздничная и рабочая. Эта телега у нас праздничная. На таких телегах ездили на праздники, либо на свадьбы, либо на день рождения в соседнюю деревню, может быть, на ярмарке в город. Такая усадьба – это целый жилой комплекс с многочисленными хозяйственными постройками. Неизменный интерес всегда вызывает амбар. Внизу хранили инвентарь, а верхний этаж служил летним жилым помещением. Тани Фримаш мясни каланкенусе, удмуртиослен вал азбаразы кыпкын каланкенусиос, татым вожматышкони пинал нылен пыжемызы шажло уламзе. Другая популярная у посетителей постройка – это старинное культовое сооружение Куала. Здесь готовили еду, хранили семейные святыни и даже проводили моления. Пол он сделан из глины и не зря. Как вы думаете, почему? Чтобы не загорелось. Да, действительно, чтобы не загорелось. Почему? Потому что у нас здесь стоит очаг, да? Очаг – это огонь. Огонь этот здесь разжигали, постоянно здесь горел очаг. Ставили здесь тарелки, все садились и вместе кушали. Познакомиться с культурой удмуртов можно даже с помощью простых предметов. Многие из них уже давно ушли из быта, поэтому рассказы сотрудников – это целая эпоха, связанная с предметом. Потому что писпука юн медлу нупи. Здоровый медлу, тача писпукадик со узновище узномара нупи. Все вещи подлинные и собраны в удмуртских деревнях. Изучение культуры удмуртов – это часть музейной работы. Мы ведь бичачком, тоже марме, где что дали бичеч, гуртёсы потачком, кудёкиш гурте потачком, бичачком, кутично тишо шатичком най. История вещей и обычаи – на этом строится вся экскурсия. Хотя многое из услышанного сегодня покажется далекой стариной. Аняли сылышком сейчас кашнопалы. Удмуртиослен, что нопчолон сарагиосы люкулему на Ивалкино корка, та сарек шушкевал кашнопал, мелкешоно кашномурт, гурва зен лунукуле. Наже так кашнопалан варгорнеслы пураны уяравал. То есть возле татын кужо вал кашномурт. В музее все как в настоящей деревне. На гостевой усадьбе даже есть небольшое подворье. Держат домашних животных и птицу. Это придает музею определенную изюминку. Экскурсиялык тишкалык соус юаллячкон шотатен тапудул живот ёшчарыш учкасы. Ныл пияслыгына тунсыко, ныл пияслык таучканы. Уж я смысленник кычащини. Почти все сотрудники, так уж сложилось, родились и выросли в деревнях.
Поэтому показать и рассказать о деревенском быте для них не составляет труда. Они знают о нем не понаслышке. Это касается не только вещей, но и секретов традиционных блюд. Народная кухня особый интерес вызывает у иностранных туристов. Тоже ясно пойму, монло иностранец если. Иностранец если токи обязательно гурено учко юрзе социк местный даш. Табань шумесено юрзе местный даш. Сос ванзе юало майн солаштамын, маратон лаштамын. Вожматны куро кудюсо ялашто. И мар пучкастерамын перепечлен табань лен зырет марсо. Сере курона рецептце. И ночь разы. Ми пойму салком отын сосан бадзынгур завыл, тача бадзынгурын шкоми бадзынгур, сосан авыл кыты назы бон сос пыжозы иншса. Чистушки! Одно из уникальных сооружений – это ветряная мельница. Ее перевезли из деревни Чемкуюк Алнашского района, что на юге Удмуртии. Почти 100 лет назад мельницу построил местный крестьянин Федор Домогаров. Мололи здесь не только муку, но и крупы. Несмотря на свой 100-летний возраст, все механизмы мельницы действуют и сейчас. Та путуше бадзым путуше кишто вулем ю, собереса печи кобуе шуре вулем, и кобуещен уже вашкени вулем к вуле. Вулищес к бергаш, нашулищес к ле. И вот ожи бергаса таларе уже киштишкени валпыш. Пыжлюкашки мясо и палентовулем тачало патаен. Жернова приводятся в движение вертикальным столбом высотой в 11 метров. Чтобы понять все тонкости работы механизмов, нужно подняться под самую крышу. Таи статен конструкция кудис ужате не буде свукоес. Со бурдиос я куцке ужанны вуко, собере со бурдиос бергатой не вулем танта. Клиш корес и коря бергай не вулем бадзин пиньо петран. Со петранья берганны куцке таис петран. Ветер крутит лопасти и приводит в движение эту сложную конструкцию из колес, похожую чем-то на часовой механизм. Собере так петранья уже бергай не вал. Слышес, юбо кудис вашкени нарушит этаже. Удивляет на этом объекте посетителей и другое обстоятельство. Помимо всего механизма приходит в движение и крыша мельницы. С помощью 4 колес, прикрепленных к кровле и жердей снаружи, ее можно поворачивать и таким образом ловить ветер. И еще один любопытный факт. Все механизмы, за исключением креплений, сделаны исключительно из дерева. Еще одна достопримечательность музея – фольклорный коллектив. Поют здесь жители местной деревни. Есть напевы на все случаи жизни. Поэтому без приглашения таких знатоков традиций здесь не проходит ни один праздник. Да и сами участники ансамбля не представляют себя без музея и его сотрудников. Остке магеске оком мимас бишками сослеш. Аджему потайни, пукему потай милям сосен. Турзакат милям до туриера. Со своими песнями деревенские жители встречают гостей со всего мира, поэтому всегда есть что вспомнить. Некоторые традиции в музее сложились с самого его открытия.
Они стали частью экскурсий и вызывают самый живой интерес посетителей. Например, как это, связанное с чествованием нового дома. Татум возьматамын щам, ваш калашам, ке удмуртиоздор вылькорка пыро, куяло выживеле азвещук що узыр, шудоме дулозо шуса вылькоркан, яке мумыкоре сое кокалын. Со мумыкор кокамез еще армия кошка возьмату. Конечно, работая в таком музее, приходится обладать по-настоящему энциклопедическими знаниями. Знать не только предметы, но и технологии. Что спросит очередной посетитель, никогда не угадаешь. Наши дети сейчас все изучают краеведение, они все представляют, что такое вообще уже удмуртская усадьба конца 19-го, начала 20 века, поэтому вопросы сейчас уже чаще вот такого плана: из чего это делалось, для чего это делалось. Все уже знают предметы, но как правильно использовать это, например, вот, не все знают, поэтому приходится показывать, приходится объяснять, что и для чего. Туж тростодын кулылы малкешоно туж пыртем калык музейлыкты. И даже тодышке кычы юан могут чётыны. Малке шо кудыз юало кычы писпулэш пуктемын корка. И, конечно, туж сое первый тодышке собере юалоеньке лыдичканы кускачкот. Трозгес на трозгесовичкот. Ну туж пыртем юан ёслу. Музеи под открытым небом, такие как Лударвай, у туристов всегда вызывают особый интерес. Давно ушедшие из быта вещи, постройки. Для одних это новые впечатления, а для других словно возвращение в родную деревню.